Того я продолжу, да, пока мысль не потеряла. Всегда проводятся вот в предложении таких проектов какие-то аналогии там с другими странами, соседями и так далее. Знаете, это вообще неприемлемо, вот на мой взгляд, проводить какого рода аналогии, в первую очередь, так скажем, с точки зрения сохранения нашей социокультурной идентичности. Мы другие. Как бы нас ни сравнивали с кем-либо, да, наша главная задача, вот в связи с чем я, к большому сожалению, наверное, никак не могу согласиться с высказыванием президента о том, что если мы останемся, государствообразующая нация останется в заметном меньшинстве, в этом не будет ничего страшного. Главное, политические права ну, у нас. Никак, да, ну никак, даже при всем, при других аспектах, знаете, как-то это очень странно, да, что глава государства проводит вот такие аналогии. Сказали, мы должны сохранить, да, ну не знаю, по крайней мере, так это звучало. Возможно, может быть, да, может быть, он ошибся, не знаю. Но дело в том, что мы абсолютно другие. Мы должны сохранить свой язык, мы должны сохранить свою культуру, свои традиции, свои обычаи, мы должны передать это детям. Потому что, ну, например, моя семья, мы не позиционируем себя жить где-то в другом месте, по крайней мере, ни мои сыновья, ни мои, наверное, внуки будущие. Я так думаю, что они будут жить только в Абхазии. Более того, что самое ужасное и чего мы не должны допустить вот во всем этом контексте, чтобы земля, дарованная нам, нашими предками, прошедшая такие сложные исторические этапы, такую разрушительную войну, чтобы земля не стала товаром. Вот это самое главное, что мы должны вот внушить себе, закрепить это в своем создании. Да, у нас это все записано в Конституции и так далее. Но возможно, что это очень похоже на то, что какие-то элементы вот подобного сценария в дальнейшем могут быть спрогнозированы. Земля – это не ставка в казино. В нашем случае тем более, в условиях нашей маленькой территории, нашей малочисленности нашего народа. Поэтому мы, это, знаете, как аксиома, которая должна застолбиться в мозгах каждого живущего в Абхазии и не подвергаться никакому сомнению.